Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает программу «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. С начала года в населенных пунктах региона произошло более 1000 пожаров. Рост количества пожаров по сравнению с прошлым годом незначительный, но вдвое увеличилось число погибших. За полгода огонь унес 45 жизней, из которых 10 – это дети. Травмы различной степени тяжести получили 42 человека, в том числе пострадали 8 детей. О реализации комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности в республике мы поговорим сегодня с гостем студии. Это начальник Государственной противопожарной службы республики Руслан Босиков. Руслан Захарович, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. К сожалению, в нашем регионе увеличилось количество пожаров с человеческими жертвами. По какой причине все-таки чаще всего возникают такие пожары, где продолжают гибнуть люди? Ну, как вы сказали, да, с начала текущего года у нас идет рост пожаров и гибели людей на них. Да. Основным местом возникновения пожаров и гибели людей являются объекты жилого сектора, где происходит около 50% всех пожаров и 95% гибели и травмирования людей при пожаре. Также основная доля пожаров, примерно это 30%, приходится на горение мусора, сухой травы на территориях населенных пунктов. Основными причинами являются это неосторожное обращение с огнем, куда это 25% от общего количества пожаров, нарушение правил устройства и эксплуатации печей, это 22%, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Ну, не секрет, что сейчас у нас очень непростая ситуация и с лесными пожарами. Скажите, в каких районах класс повышенной все-таки пожарной опасности будет продолжаться весь пожароопасный период? Ну, с начала пожароопасного сезона 2001 года Государственной противопожарной службой на тушение лесных пожаров привлекалось более 57 раз. Всего было задействовано 265 человек и 59 единиц техники. С начала пожароопасного сезона силами и средствами нашей службы совместно с другими службами предотвращена угроза перехода лесных пожаров на территории 8 населенных пунктов. Ну, как вы знаете, это Сунтарский район, Нюрбинский и Верхневилюйский район, ну и Тамбонский район в настоящее время. Вот если говорить о силах и средствах, с помощью которых пожары предотвращаются или тушатся, то где они сейчас расположены, именно основные средства борьбы с пожарами? Ну, для усиления группировки сил по тушению пожаров проводилась оперативная передислокация пожарной техники, личного состава в соседние районы, где обстановка с лесными пожарами осложнялась в связи с погодными условиями. В Вилюйской группе районов мы совместно тут отработали наши боевые расчеты Сунтарского, Нюрбинского и Верхневилюйского отрядов. Но на сегодняшний день для защиты населенного пункта Хандга, поселок Хандга, это Тамбонский район, направлены дополнительные силы средства с Чурапчинского, Татинского районов, а также из города Якутска. Расскажите о роли противопожарной службы республики в реализации мер по обеспечению пожарной безопасности на территории нашей Якутии. Ну, в соответствии с федеральным законом о пожарной безопасности, основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, предприятия, граждане. Ну, наряду с требованиями законодательства о пожарной безопасности для реализации дополнительных мероприятий по защите населения и объектов инфраструктуры от пожаров и их последствий. Распоряжением правительства утвержден комплексный план дополнительных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на период 2020-2024 годы, которым определены конкретные задачи для органов государственной власти республики, местного самоуправления и организаций. Противопожарная служба республики наряду с этими органами в соответствии с возложенными мероприятиями, основными задачами организует и проводит
пожарно-профилактические мероприятия. Вот о них-то как раз давайте поподробнее поговорим, какие проводятся вообще профилактические мероприятия среди населения, помогает ли это, или, может быть, есть еще какие-то меры, которые могут помочь по, скажем так, невозникновению лесных пожаров у нас в республике. Ну и в порядке обучения мерам пожарной безопасности проведено почти 2000 занятий и бесед, лекций о пожарной безопасности и действиям при пожаре с охватом более 40 тысяч человек. И в том числе там более 30 тысяч детей. Ну, также у нас проведены и принято участие на почти 2000 совместных рейдовых мероприятий, совместно с органами местного самоуправления, внутренних дел, государственного пожарного надзора и социальными службами. Ну, также на объектах с массовым пребыванием людей проведено более 200 тренировок по эвакуации с участием более 14 тысяч человек. Так, вот так. А расскажите тогда еще, пожалуйста, я знаю, что проводится несколько акций, в том числе это акция «Лето» и социальная акция «Предупреди пожар, установи АДПИ», это пожарный извещатель. Но вот что касается них, кто и за чей счет должен устанавливать эти пожароизвещатели? Ну, знаете, вот в зависимости от сезонных условий, да, обеспечивается проведение пожарно-профилактических операций, таких как лето, школа, да, отопительный сезон, Новый год и так далее. В рамках сезонной операции, вот лето, да, в целях профилактических возгораний сухой растительности, как одной из основных причин возникновения природных пожаров, принятие дополнительных мер по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций в пожароопасный сезон. С 1 мая принято более 400 совместных проведены более 400 патрульно-рейдовых мероприятий. Ну, и от нашей стороны задействовано почти 500 человек. Ну, также немаловажную роль в предупреждении пожаров и гибели людей при пожарах выполняют современные технические средства. Да? Это обнаружение и предупреждение пожара на начальной стадии. Это различные автоматические пожарные извещатели. Да? Ну, начиная с 2019 года нашей службой установлено автономные дымовые пожарные извещатели с ЖСИ-модулем. Было установлено более 3000 таких извещателей. Да? Также в текущем году мы должны до сентября месяца также должны установить 1000 извещателей таких. Также в рамках социальной инициативы Государственного комитета по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия в текущем году в целях обеспечения дополнительных мер по повышению уровня пожарной безопасности на территории Республики Саха-Якутия проводится социальная акция «Предупреди пожар, установи АДПИ». Ну, эта акция была инициирована председателем Государственного комитета Дмитрием Николаевичем Лепчиковым. Да? Участниками могут быть любой гражданин, он за свой счет покупает извещатель, автономный дымовой пожарный извещатель, и сам принимает решение, куда установить. Это могут быть коллеги, соседи, родственники и так далее. Скажите, а какова на сегодня обеспеченность противопожарной службы техникой и кадрами? И еще один немаловажный вопрос – это повышение квалификации личного состава. Проводится ли она? В настоящее время кадры мы можем сказать 100%, да. У нас профессиональная подготовка проводится постоянно. У нас есть соглашение с Северо-Восточным федеральным университетом. Наши коллеги обучаются. Наряду с этим наши работники обучаются в центральных вузах. Это Академия государственной противопожарной службы, университет государственной противопожарной службы, это в городе Санкт-Петербург.
Но техникой мы, скажем, там обеспечены где-то на 75%. Благодаря нашему правительству и Государственному комитету в 2015 году было закуплено 114 единиц техники. Ну, еще осталось поработать над этим вопросом. Я думаю, что мы этот вопрос уже в ближайшее время снимем. Ну и в завершении беседы, наверное, давайте еще раз напомним нашим телезрителям основные правила противопожарной безопасности, и в жилых домах, и в лесу. Ну, надо быть всегда осторожным огнем, да, как наши предки говорили, да, по-якутски, если сказать, человеческие ноги — это как огонь, да. Хотелось бы сказать всему населению нашему: будьте осторожны с огнем. Руслан Захарович, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего доброго вам. Это была программа «Актуальное интервью» о реализации комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности в республике. Мы говорили с нашим гостем, это начальник Государственной противопожарной службы Якутии Руслан Босиков. Берегите себя, не забывайте носить маски и обязательно соблюдать дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.